Пятничное утро в эфире главного национального канала. Программа «Новый день». В студии работает Катерина Винокурова. Сегодня 4 октября. Пятница. Завтра все учителя нашей страны будут отмечать свой профессиональный праздник. Ну а пока давайте узнаем, чем отмечен сегодняшний пятничный 4 октября. Сегодня отмечается День гражданской обороны МЧС Российской Федерации. В связи с этой датой мы сегодня чуть позже ожидаем гостей в нашей студии. Также ежегодно в этот день отмечают День космических войск. Это праздник тех, кто посвятил себя работе над созданием космических аппаратов оборонного назначения, кто осуществлял и осуществляет их закупки. А в международном календаре особая дата для всех, кто любит животных. Сегодня отмечается Всемирный день животных. А каждую первую пятницу октября во всем мире отмечается День улыбки. Однажды обычному художнику Харви Беллу обратились представители страховой компании с просьбой придумать какой-нибудь яркий и запоминающийся символ, визитную карточку компании. Харви долго не думал и предложил заказчикам то, что сейчас все без исключения пользователи интернета называют смайлом, а точнее желтую улыбающуюся рожицу. И совсем скоро эта милая желтая рожица стала появляться везде: на значках, на футболках, бейсболках, открытках и даже спичечных коробках. Улыбаться нужно всегда, каждый день. Чем чаще, тем лучше. Ну а сегодня нужно улыбаться вдвойне. Потому что, несмотря ни на что и несмотря ни на кого. Далее прогноз погоды на нашем канале. Итак, сегодня в центральных Улусах в 6 часов утра температура воздуха составила минус 4, минус 6 градусов. Днем ожидается плюс 1, плюс 3. В Заречье минус 3, минус 7 утром, днем плюс 2, плюс 3 градуса. В южных Улусах минус 2, минус 3 утром, днем плюс 2, плюс 5. В Вилюйских минус 2, плюс 1 утром, днем плюс 1, плюс 4. В Нижнеленских минус 4, минус 6 утром, днем плюс 1, плюс 2 градуса. В Западных утром плюс 1, плюс 2, днем плюс 2, плюс 4. В Колыме-Эндигирских минус 2, минус 7 утром, днем от минус 2 до плюс 2. В Янских Улусах минус 5, минус 7 утром, днем минус 1, минус 5. В северо-западных Улусах минус 3, минус 9 утром, а днем минус 2, плюс 1 градус. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила минус 11 градусов. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Ветер западный 2,7 метров в секунду. Днем в городе Якутске ожидается небольшой дождь с мокрым снегом. Днем температура воздуха составит 0, плюс 2 градуса. А если вы хотите поздравить своих знакомых или близких со знаменательным событием или с предстоящим, например, с наступающим Днем Учителя, то можете сделать это посредством нашего WhatsApp номера, который сейчас видите на своих экранах. По возможности мы обязательно постараемся все зачитать. Ну а далее слово передаю своим коллегам из информационной службы. Оставайтесь с нами. В эфире новости и самые заметные события к началу этого дня. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. Сбербанк официально подтвердил утечку данных по кредитным картам 200 россиян. Информацию о 60 миллионах банк назвал некорректной. Также по заявлению компании средства на кредитных картах всех клиентов, включая тех, чьи данные попали в сеть, находятся в безопасности. Так как учетные записи по кредитным картам не позволяют мошенникам что-либо украсть. Там нет трехзначных оборотных кодов, логинов и паролей от интернет-банка. Кроме того, системы антифрода предотвращают мошеннические операции в регулярном режиме. Основная версия утечки данных – это преступные действия одного из сотрудников компании. Поданы соответствующие заявления к правоохранителям и в Роскомнадзор, а также проинформирован Центральный банк России.
В Жатае из-за образовавшейся коррозии грунтовые воды попали в газопровод низкого давления. Для устранения неисправности организовали срочные аварийно-восстановительные работы. В результате под ограничения попали 21 многоквартирный дом по улице Матросова, Дичкова, Комсомольская, Северная и Строда. А также 5 частных домов, 6 гаражных боксов и 1 газифицированный магазин. Перенесены сроки демонтажа наплывных мостов по трассе Вилюй. По обновленным данным дорожников, демонтаж наплавного моста через реку Тюкян на 702-м километре, это граница Верхневилюйского и Нюрбинского районов, продлен до 10 октября. Через реку Ачугуй-Батуобия в Мирнинском районе запланирован на 8 октября. В зависимости от погодно-климатических условий возможна корректировка сроков. Для нотаринцев свершилось долгожданное событие. В Ленск накануне доставили паром, который будет перевозить людей и автотранспорт в период навигации через Лену. Река является одним единственным способом связи с соседним поселком Нюя, через который можно добраться до райцентра. Вопрос о приобретении судна стоял уже много лет. Старый паром был самодельным, на базе трактора, эксплуатировался с 2006 года, давно пришел в негодность и не соответствовал никаким требованиям безопасности. Новый паром оборудован спасательными жилетами. Для пассажиров предусмотрен навес. Водное транспортное средство может одновременно перевозить 10 человек и 4 легковых автомобиля. Данный паром-баржа был закуплен за средства районного бюджета. Сумма контракта там, без малого 11 миллионов рублей. Сам паром был изготовлен в Омске на заводе. Значит, был доставлен в полуразобранном состоянии по железной дороге до Усть-Кута. И вот с Усть-Кута уже своим ходом его был доставлен до Ленска, где мы вот уже должны, согласно контракту, принять его у поставщика. Радостное событие для нас всех, односельчан, для натуринцев. Это праздник. Это паром, дорога жизни для нас, который связывает с районом. Гастроли Сахатеатра сегодня впервые стартуют в Алдане. По заявлению местного управления культуры, алданский зритель с воодушевлением воспринял эту новость. Коллектив Алданского театра юного зрителя принимает самое активное участие в организации этих гастролей. Принимает коллектив Алданского театра. Занимаются распространением рекламы, продажей билетов. Сахатеатр сыграет 2 спектакля: «Ревизор» и «Желанный берег мой». Зал рассчитан на 250 мест, ожидается аншлаг. После выступления в Алдане театр продолжит гастроли в Нерюнгри. Юные тэквондисты начали подготовку в новом зале в Якутске. На открытии состоялась совместная тренировка воспитанников училища Олимпийского резерва, ДЮСШ номер 4 и учащихся столицы, а также Покровска. На тренировке собрались десятки детей. На протяжении всего года якутские тэквондисты участвовали в региональных, всероссийских и международных соревнованиях. 3 ребят выполнили нормативы на кандидатов в мастера спорта. Часть из них войдет в сборную Якутии, окончательный отбор в которую пройдет в начале следующего года. Делиться опытом, с ними разговаривать. Не только там мышцы, там сила, там еще что-то. Надо еще разговаривать с детьми. Когда больше разговаривать, им больше интересно. Может, кто-то что-то для себя познает, там, может, кто-то для себя что-то берет новое. И кто-то загорается, а до кого-то долго доходит. Разные дети бывают. Кого-то надо наругать, кого-то поддержать, кого-то... Ну, каждый, наоборот, кто-то злится, там, кто-то добрый ходит. Там. Ну, у каждого свой... индивидуальный подход получается. И тренировки тоже индивидуальные. На этом у нас пока вся информация. Спасибо за внимание и хорошего вам дня. Спасибо коллегам. Мы продолжаем наш эфир. Накануне праздника Дня учителя все мы вспоминаем своих первых учителей. Пожалуй, с ними связаны самые теплые и приятные воспоминания. Представляете, какая лежит на них ответственность. Они формируют наше отношение вообще к школе и не только, вообще к окружающим. А кто был вашим первым учителем? Соколова Анна Михайловна. Ну, к сожалению, ее уже давно уже нет в живых. Но такая добрая память осталась, потому что она как мама была нам. Я училась в 7-й школе, тогда она была деревянная, сейчас уже давным-давно она каменная. Просто вот тогда зимы были совершенно другие. Нас было там порядка 30 человек в классе, и вот мы все как ее дети были. Она каждого ребенка буквально раздевались в классе, и вот после окончания уроков она каждого одевала. Я помню, мне всегда так вот шарфик завязывала. Зимы же дикие были. И еще в ту пору я носила брекеты, но не брекеты, как вот пластинку вот эту. Она мне постоянно мешала, я ее в парту. Приду в школу и в парту толкаю.
И вот она мне ее возвращала. Она не одевала, она просто мне давала. Но она действительно как мама была, очень добрая. Очень хорошо ее лицо помню. Я Евдокия Ивановна, Первая учительница. первая учительница, А да. где вы учились? Я в Иркутской области, я с Иркутска. А какая она была? Она очень такая обходительная, уважительная. Но мы все по-русски учились, не по-своему. Поздравляю всех преподавателей, чтобы они были обходительными. И с детьми очень, ну сейчас более-менее молодые, конечно, очень хорошо обращаются с детьми. Уже интонация другая. Ну вот, поздравляю всех учителей. У меня сестра здесь преподавала в 21-й школе. 35 лет преподавала. Вот я поздравляю ее и всех учителей с таким светлым праздником, Днем Учителя. Желаю всем всего хорошего, здоровья всем, долгих-долгих лет жизни, и чтобы были у них ученики хорошие, чтобы радовали учителей всех. Всего доброго. Поздравляю Марию Егоровну с наступающим Днем Учителя и Надежду Егоровну. Это мои классные руководительницы в школе. И Раису Константиновну, она учителем математики была. Ну, а я, пользуясь случаем, тоже хотела бы вспомнить свою первую учительницу Светлану Николаевну Башинову, которая учила меня в средней общеобразовательной школе номер 7 города Якутска. Светлана Николаевна, поздравляю вас. Надеюсь, вы видите это поздравление. В школе номер 33 Прокопия Дмитриевича Батюшкина знают все. А учащиеся с 5 по 11 классы спешат с радостью на его уроки истории. А в чем секрет успеха и как заинтересовать школьника к этому непростому предмету? В нашей съемочной группе рассказал сам Прокопий Батюшкин. Предмет истории у Прокопия Батюшкина всегда был любимым, а желание стать учителем появилось еще в старших классах. После окончания школы герой нашего сюжета поступил на исторический факультет ЕГУ, а потом и вовсе решил попробовать себя в науке. Но потом решил, что все-таки для науки я еще не созрел и, получается, полностью погрузился в педагогический процесс. В 33-й школе я работаю с 2010 года. До этого я 3 года отработал в сельской местности, в Тампонском районе, в селе Теплый Ключ. В общем, там я начинал как раз свою работу. А сюда, вот, получается, переехал в 2010 году. И вот уже 9-й год работаю в стенах нашей вот замечательной школы. По словам Прокопия Дмитриевича, изучение истории в современном мире, с одной стороны, достаточно сложный процесс, но в то же время у него есть свой ряд преимуществ, которые учителя истории используют по-разному. Ну, что касается меня, то в последние годы я пытаюсь на своих уроках вот как раз вводить элементы практических работ, связанных с реальными архивными документами. Дело в том, что у меня свое хобби как раз еще вот то, что я изучаю, занимаюсь краеведением. В свободное время наведываюсь в Национальный архив, и там как раз тоже вот ищу, иногда нахожу такие интересные документы. Копии этих документов я иногда использую на уроках, что очень, скажем так, заинтересовывает обычно детей, потому что я обычно через историю региона выхожу к истории вот страны, например. Или, например, мы иногда работаем со старинными фотокарточками, да, то есть это тоже вызывает неподдельный интерес у детей, анализируем. И вообще вот работа с такими дополнительными источниками, она развивает у детей вот так называемое, помогает развивать так называемое критическое мышление. То, чего в конечном итоге мы пытаемся добиться от своих учеников. И ведь результат дал свои плоды. У выпускников Прокопия Дмитриевича лучшие результаты по ЕГЭ. И неудивительно, ведь их педагог – абсолютный победитель конкурса профессионального мастерства «Учитель года» Республики Саха-Якутия, а также участник конкурса «Учитель года России» прошлого года. Он хороший педагог, добрый, и с ним интересно вести уроки, так как иногда уроки проходят в игровой форме, и из-за этого историю хочется изучать еще больше. Прокопий Дмитриевич очень добрый учитель, с ним очень интересно проводить уроки истории. И да, мы играем в игры разные,
отвечаем на вопросы, и мне очень нравится делать таблицы. Сегодня помимо основной деятельности и увлечения краеведением, он занят написанием книги о малой родине, а также успевает поиграть в футбол. У нас есть такая замечательная традиция в школе. Мы каждую осень, у нас замечательный стадион, наверное, вы видели, да, устраиваем товарищеский матч по футболу. Сборная учителей, сборная учеников. Вот за долгие годы, впервые в этом году мы сборную учителей проиграли детям. Каждое утро нашего героя начинается с позитивных мыслей и планирования предстоящего дня. Идей у Прокопия Батюшкина достаточно, а значит, не за горами и их воплощение. Любимая моя фраза была латинское изречение «per aspera ad astra», то есть «через тернии к звездам». Я считаю, что если усердно трудиться, то успех обязательно придет. День учителя, на первый взгляд, обычный профессиональный праздник, но он действительно очень уникален. Согласитесь, никому, как ни к учителям, спешат толпы учеников разных годов выпуска. Интересно, а как обстоят дела в других странах? Приходят ли к учителям с цветами и подарками? Узнаем в следующем сюжете. Не только в России День учителя выпадает на выходной. В Польше, например, этот праздник отмечают 14 октября. Это официальный государственный праздник, когда учителям дарят главное, по мнению поляков, покой и позволяют выспаться всласть, не приходя в школу. А в далекой Австралии педагогический праздник отмечают вместе со всей Европой 5 октября, но гораздо ярче европейцев. Вообще в Австралии все праздники отмечаются весело и шумно. По улицам гуляют карнавалы, а горожане выезжают на природу и на барбекю. Кроме традиционного Дня учителя, в школах разных стран есть и другие интересные праздники. Например, в Голландии 21 декабря, в последний день занятий перед Рождеством, отмечают День Святого Томаса. В этот день стыдно опаздывать. Стыдно спать в волю в самый короткий день в году, считают голландские дети. Поэтому, приходя в этот день в школу, они пишут на доске свои имена, а того, кто пришел последним, дразнят Сонька Томасом. Даже учителя боятся опоздать в этот день не столько из упреков со стороны начальства, сколько из разговора учеников. А вот американцы, как всегда, там за океаном вообще не в курсе событий, происходящих у нас. У США есть Национальный день уважения к учителю. В этот день родители приносят педагогам ланч, дарят сладости и мелкие подарки. Поэтому, где бы вы ни находились, куда бы вас ни забросила судьба, одно можно сказать точно – о Дне учителя будут помнить. А когда именно приветствуют учителей осенью, зимой или весной, это же не столь важно, не так ли? Сколько будет 2 плюс 2, деленное на 2? Что отмечают мексиканцы 30 февраля и какое количество спутников у Земли? У вас еще есть немного времени, чтобы подумать над правильными ответами на эти вопросы. На очереди наша школьная рубрика. Сколько спутников у Земли? Вообще не знаю. Спутников у Земли? Один. Луна. Один. Так, один. Один. Как называется прямая, проходящая через вершину угла и делящая ее пополам? Гипотенуза. О, вот это геометрия, да, или что? Я честно не знаю. Биссектриса. Так, либо медиана, либо биссектриса. Что празднуют мексиканцы 30 февраля? День мертвых. Ох, это вот я не знаю. 30 февраля. Да. Наверное, Новый год. Наверное, День независимости. Нет? Ничего не празднуешь. Нет такой цифры. Да, ничего не празднуют. А когда был основан наш город Якутск? 1635. 375. Сейчас скажу, 1630. 1600. 1600. 32 год. 1600. 32. А что такое метаболизм? Ну, это переход из одного состояния в другое, процедура однородных
однородных сущностей. Метаболизм? Да. Метаболизм. Это вот я когда с утра просыпаюсь на работу, у меня такой метаболизм. Ускорить, процесс обработки организмом веществ. Метаболизм – это соотношение между процессами анаболизма и катаболизма. Это процесс обмена веществ. Сколько будет 2 плюс 2, деленное на 2? 2 плюс 2 – 4, деленное на 2 – 2. 2. 2. 3. Получается 3, потому что 2 делим на 1, потом прибавляем, получается 3. Назовите обозначение золота в таблице Менделеева. О, сейчас по химии, сейчас не... Аурум. Аурум. Золото, да. Аурум. 79-й элемент. Аурум. 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 Доброе утро. Мы продолжаем наш эфир. Как уже всем известно, завтра, 5 октября, Россия будет отмечать День учителя. Практически каждый человек помнит имя своего первого учителя, классного руководителя, любимого преподавателя. Это самые теплые воспоминания. Сегодня в нашей студии министр образования и науки Республики Владимир Анатольевич Егоров. Владимир Анатольевич, доброе утро. Доброе утро. А кого вы вспоминаете в преддверии Дня учителя? Кто оставил для вас самый светлый, запоминающийся образ, да? Кого вы вспоминаете с благодарностью сегодня? Конечно, школьная пора – это самое такое замечательное время, и мы с благодарностью вспоминаем многих наших учителей. Но вот я часто вспоминаю и до сих пор поддерживаю связь с тем учителем, который оказал самое большое влияние на меня в моей жизни. Был, можно сказать, моим наставником. Это учитель математики Нина Емельяновна Клепикова. Она меня учила с 4 по 8 класс. И именно она привила мне любовь к математике. Надо сказать, что она была таким замечательным педагогом. Наш класс никогда не отличался такой дисциплинированностью, послушностью. Но, тем не менее, вот именно на ее уроках мы все всегда с интересом учились, и дисциплина была хорошей, хотя она никогда не повышала голоса. Вот. И я помню, что она всегда умела находить подход ко всем детям, и кому-то она давала задания такие, может быть, не самые сложные, но по такие, можно сказать, пробуждающие интерес. Кому-то, кто уже был такой более продвинутый, давала сложные задачи решать. Помню, что мне давала всегда на контрольных самый сложный вариант и в 2 экземплярах. Вот. Ну и она же посоветовала мне поступить и в заочные математические школы, ну и потом впоследствии физмат-школу при Московском университете. Ну и, собственно говоря, вот благодаря этому я пошел вот по стезе математика. Владимир Анатольевич, но будучи министром, да, какие самые ключевые достижения за последнее время вы можете отметить? Ну, надо сказать, что мы сейчас, конечно же, реализуем национальный проект образования, другие национальные проекты в части подготовки кадров. И, конечно же, у нас идет большая работа в республике по реализации указа главы республики Арсения Сергеевича Николаева о стратегических направлениях развития образования. Много целей и задач. Ну вот я хотел бы сказать буквально последние новости. Да, мы 23 сентября по всей республике открыли 54 так называемых точки роста. Это центры цифрового гуманитарного развития, где наши дети будут учиться уже, скажем, используя такие современные, самое современное оборудование вот, по направлениям информатика, основы безопасности жизнедеятельности, значит, технология. Будут проводить проектные работы, исследовательские работы, работать в таких коворкинг-зонах современного такого типа, да, где есть и шахматная гостиная, и возможности вот для групповой командной работы. Вот. Я думаю, что вот такие центры, их еще у нас открываются еще и центр, такие центры, как, например, Дом научной коллаборации при Северо-Восточном федеральном университете, мобильный кванториум, ну и так далее. Это все нам должно дать такое новое содержание образования.
Не просто мы получаем оборудование, а меняем содержание образования. И вот здесь роль учителя, конечно, многократно также возрастает. Все говорят о том, что с цифровизацией, может быть, роль учителя значит, уже как-то понижается. Но на самом деле наоборот. Тогда, когда вокруг нас море информации, ученик может открыть значит, интернет и найти много знаний, конечно же, уже роль, ответственность учителя становится в том, что он должен научить ребенка работать с этой информацией. То есть и критическое мышление, и умение извлечь главное, да, вот из этого потока информации, ну и вообще ориентироваться, да, во всем этом. Это все роль современного учителя. И вот национальный проект образования, в части вот федеральный проект «Учитель будущего», также вот направлен на формирование системы учительского роста, формирование профессиональных компетенций учителя. Вот. Поэтому сегодня мы, когда благодарим наших учителей, также хотели бы пожелать, чтобы наши учителя ну, всегда оставались такими многогранными личностями, которые могли быть наставниками нашим детям. Владимир Анатольевич, ну давайте поздравим, да, Да. с наступающим Днем Учителя, ваши пожелания. Дорогие учителя, уважаемые ветераны, все работники системы образования, разрешите вас всех поздравить с сегодняшним профессиональным праздником. Сегодня мы все вспоминаем наших учителей благодарностью и благодарим вас за ваш нелегкий, но благородный, благодарный труд. Я бы хотел пожелать, чтобы у вас не иссякал оптимизм, чтобы вы всегда с любовью относились к детям, чтобы ваша доброта помогла вашим ученикам не только получить новые знания, но и стать хорошим человеком. Желаю вам всем счастья, любви, профессиональных успехов. Владимир Анатольевич, спасибо за участие в нашей программе. Желаем вам прекрасного дня сегодня, хорошего настроения, плодотворной работы. Спасибо. Но у нас на очереди небольшая реклама. Я успеваю зачитать сообщение, которое поступило на наш WhatsApp. С Днем Учителя всех преподавателей детской школы искусств номер 1. Желаю творческих успехов, талантливых учеников и достижения поставленных целей. Всем добра, любви, счастья и здоровья. Таисия Семеновна подписалась. Сообщений приходит достаточно. Впереди далее мы их зачитаем. Ну а сейчас долгожданная реклама. Уважаемые жители и гости столицы, агентство «Саха-концерт» открывает свой 25-й концертный сезон и рад пригласить вас на юбилейные мероприятия. 11 октября в ЦСП «Триумф» концерт блистательного, непревзойденного солиста легендарной группы Modern Talking Томаса Андерса. 12 октября в Доме дружбы Кулаковского самый известный иллюзионист страны Александр Муратаев выступит со своим легендарным шоу «Секрет». 12 октября в Государственном театре оперы и балета весь свет якутской эстрады на самом масштабном открытии юбилейного концертного сезона агентства «Саха-концерт». Агентство «Саха-концерт». 25 лет. Первый, лучший. 5 октября приглашаем наших дорогих учителей, жителей и гостей нашего города в «Зодиак» на большой праздничный вечер «Осенний звездопад». Вас ждут концерт, веселье и дискотека до утра. Элегантность, роскошь, изысканный стиль шикарных шуб. Торговый дом СРБК. Премиальные меха. Новая эксклюзивная коллекция шуб в меховых салонах «Торнадо». Скидки на новинки. «Торнадо» – все лучшее для вас. Итак, продолжаем зачитывать сообщения, которые приходят на наш WhatsApp. Дорогую мою учительницу Яну Геннадьевну поздравляю с Днем Учителя, с пожеланиями Нюргустана Баишева из села Улахан. Дорогую подругу, учительницу русского языка и литературы Маркюэльской школы Сунтарского Улуса
Федорову Лидию Ивановну. Поздравляем с днем рождения и с наступающим днем учителя. Желаем крепкого здоровья, счастья, удачи, благоденствия тебе и твоей большой семье. Близкие, подруги поздравляют вас. Сообщений очень много. Поздравляю всех со Всемирным днем улыбки. День улыбки, добрый праздник, пишут нам. Целую поэму тут написали, да. Пусть ваших губ никогда не покидает улыбка и тому подобное. Ну а ежегодно 5 октября сотрудники уголовного розыска России отмечают свой профессиональный праздник. Российский сыск еще в царской России показал свою значимость и силу. Центральное управление уголовного розыска Центра розыск было организовано в октябре 1918 года. С тех пор при местных органах милиции стали действовать специальные подразделения для охраны порядка путем негласного расследования преступлений уголовного характера и борьбы с бандитизмом. Долгие годы эта служба развивалась и совершенствовалась. В связи со знаменательной датой сегодня в нашей студии начальник отдела организации разыскной работы управления уголовного розыска МВД по Республике Саха-Якутия, подполковник полиции Юрий Юрьев. Доброе утро, Юрий. Доброе утро. Такой серьезный, сразу видно, что служба очень серьезная, да? Юрий, ну, интересно, как вы пришли в эту сферу, да? Почему решились на это? Да, ну, в уголовный розыск я пришел именно в службу в 2004 году, после распределения, после окончания школы милиции якутского филиала Дальневосточного юридического института МВД Российской Федерации. Ну, как я вообще попал в систему органов внутренних дел, скорее всего, неизгладимое впечатление на меня оказало после просмотра фильма «Место встречи изменить нельзя», там, где бравые, лихие оперативные сотрудники ловко и умело, так сказать, раскрывают особо тяжкие преступления. Ну и вот после этого я задался целью пойти работать в уголовный розыск. И вы, получается, уже сколько? Я уже 15 лет, получается, в уголовном розыске. Ну, я уверена, что на вашем опыте, да, немало раскрытых преступлений. Ну да. Какие-то вот, может, сегодня можно вспомнить особые, да, такие случаи? Особые преступления, да, можно вспомнить. За 15 лет службы их было немало. Но одно из таких вот преступлений, это в 2016 году началась серия мошенничеств по городу. Звонили неизвестные с абонентских номеров других регионов, представлялись начальником полиции, начальником ГАИ. И, так сказать, в кавычках, разводили доверчивых граждан. Те в свое время им перечисляли денежные суммы. Вот. Мы подключились, начали работать, осуществляли оперативное сопровождение данного уголовного дела. Вот. Поступила оперативная информация, мы выехали в служебную командировку в Краснодарский край. Там совместно с сотрудниками управления уголовного розыска Краснодарского края и Республики Адыгея в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, также оперативно-технических, нами были установлены 4 подозреваемых. Вот. Провели одновременно обыск в Республике Адыгея. В Краснодарском крае нами были установлены и задержаны 4 подозреваемых, ранее неоднократно судимых. Один из них находился на тот момент в федеральном розыске. Вот. Ну и, так сказать, после документирования были возбуждены около 10 эпизодов преступной деятельности данных граждан. То есть не местные жители, да? Да, не местные жители, так сказать, наших людей вот обманывали. Также, пользуясь случаем, хотелось бы обратиться ко всем гражданам и жителям Республики Саха-Якутия. На данный вот участились случаи мошенничества в городе Якутске, в Республике Саха-Якутия. Пользуясь случаем, хотелось бы всех предостеречь. Мобильное мошенничество, так сказать, новый вид преступлений. Если вам звонят с номеров 8 800 8495, начальные цифры, ну, по возможности лучше не отвечать на данные звонки. Если вы уже ответили на эти звонки, то постарайтесь сами перезвонить на телефон горячей линии
на банковской карте он находится с задней стороны, либо обратиться в ближайший офис вашего банка. Вот. Потому что поступают просьбы, там, ваша операция прервана, скажите номер своей карточки, сзади CCF-код на карточке. Ни в коем случае это делать нельзя. Вот, потому что деньги либо доверчивые граждане сами перечисляют, либо подключаются к мобильному банку, и денежные средства уходят к злоумышленнику. Юрий, что ж, спасибо вам за интересную беседу, за ваш рассказ, и еще и, вот, пользуясь случаем, как бы и полезная информация, да, прозвучала для наших телезрителей. Мы желаем вам успехов в вашей работе, которая всегда связана с риском, самоотверженностью. Очень коротко вы можете поздравить своих коллег сейчас. Да, конечно. Поздравляю своих коллег с профессиональным праздником, со 101-й годовщиной со дня образования службы уголовного розыска. Также хотелось выразить теплые слова ветеранам уголовного розыска. Служба уголовного розыска – это такая служба, где работают честные, порядочные, мужественные, самоотверженные ребята. Ну и счастья, здоровья, крепкого и надежного тыла за спиной, чтобы всегда вам сопутствовала оперская удача. Юрий, и вас с профессиональным праздником. Спасибо. Спасибо. Ну а у нас на очереди рубрика «Вакансии». Внимание на экран. Требуется инспектор по охране труда и технике безопасности, ведущий специалист по производственному контролю и охране труда СПК ЮОТ. Лицо не моложе 18 лет, имеющий диплом и присвоение квалификации инженер безопасности жизнедеятельности в техносфере. Осуществляет контроль за созданием безопасных и здоровых условий труда на предприятии, проведением мероприятий. Заработная плата от 88 тысяч рублей. Требуется заведующий медицинским складом мобилизационного резерва, заведующий медпунктом. Стаж работы не менее 3 лет. Лицензия на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей выполнение работ. Без вредных привычек. Прием на работу по результатам собеседования. Заработная плата 30 тысяч рублей. Требуется оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин. Обучение на месте, знание ПК, дополнительный доход, прием на работу по результатам собеседования. Заработная плата 25 тысяч рублей. Около 48 государств планеты за последние десятилетия стали свидетелями работы российских спасателей. В 150 тысячах опасных людей ситуации они показали свое мастерство и на территории России, и за ее рубежом. Природные катастрофы, несчастные случаи, эпидемии, поиск попавших в беду людей – это только малая часть, чем занимаются современные подразделения Министерства чрезвычайных ситуаций и входящие в ее состав войска гражданской обороны. Сегодня в России отмечается День гражданской обороны МЧС Российской Федерации. Сегодня в нашей студии начальник управления гражданской защиты Роман Платонов. Роман, доброе утро. Доброе утро. Давайте для начала немножко поговорим о приоритетах гражданской обороны. Да? Какие сегодня стоят первоначальные задачи? Значит, сегодня 87-я годовщина гражданской обороны. Она образовалась в 1932 году, и это очень большая разница, что были требования тогда к гражданской обороне, и что сейчас. Это техника идет вперед, но основные принципы – это сохранение жизни людей, сохранение объектов, они остались. И на современном этапе, если раньше гражданская оборона считалась чисто как военная такая оборона, сооружения, вот эти все, то сейчас она интегрируется в современном мире. И сейчас гражданская оборона, она защищает не только во время, скажем, от действий конфликта военных, она также защищает от чрезвычайных ситуаций, потому что чрезвычайные ситуации, они не выбирают природа. Идет война, не идет, все равно у нас будет весна, лето и зима. Вот что касается чрезвычайных ситуаций, да, так называемых систем оповещения населения. Известно, что население каждый должен знать, да, об этих
системах, какие бывают виды? Ну, вообще универсально по всему миру принята эта сирена. Вы ее, наверное, слышали. Она сейчас у нас ежеквартально Сигналы, да, правильно будет, наверное, проводится. сказать? Ага. Нет, это сирена, это сигнал гражданской обороны. Обратите внимание. И любой человек, который в школах ОБЖ, в организациях преподают это все требования современного законодательства, знает, что при звуке такой сирены он обязан включить радио либо телевизор. Это начинается уже перехват каналов, в том числе вашего канала тоже. Угу. Так. Ну, И когда человек включает телевизор, там уже идут ему, что ему надо делать. Собрать вещи, направляться куда или другие сигналы. Но на днях известно, что завершилась всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне, да? Как это было? Ну, штабная тренировка проходила в этом году 2 дня, 1-2 октября. Мы отыграли и уточнили все необходимые планы, практически разворачивали все пункты по городу Якутску, по районам. Вся республика была задействована, все администрации и все органы исполнительной власти. Мы оценили их действия, принятые решения, и также были практические действия у нас по эвакуации в Мархе, в поселке Марха, и в Тулагино-Кильдянском наследии. Если посмотреть, то что было в 90-е годы и сейчас, это, конечно, 2 очень больших разных уровня. Все руководители на местах уже знают свои действия. Везде есть специалисты по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. И все расчеты, они уже все, в принципе, уточнены. Уже это у нас проходит ежегодно такая тренировка в октябре месяце. И уже люди относятся, знают свои действия, это очень отрадно. Ну, над чем сейчас работает гражданская защита? Какие предстоящие планы? Вот вы правильно сказали, не гражданская оборона, а гражданская защита. Это у нас идет трансформация, и сейчас у нас в основном идет, ну, конечно, это задачи, строительство объектов, это все продолжается. Освежение имущества, это все идет, это стандартные мероприятия. Но идет сейчас трансформация к тому, что все-таки уклон на защиту от чрезвычайных ситуаций и от антитеррористической деятельности. Роман, ну у вас сейчас есть отличная возможность поздравить своих коллег. Пожалуйста. Всех коллег по республике Саха-Якутия я поздравляю. Это все коллеги мои, они находятся в спасательной службе в органах исполнительной власти, администрации всех муниципальных районов. Всех поздравляю с вашим профессиональным Днем гражданской обороны и желаю вам успехов, развития, и чтобы наши с вами навыки применялись только на учениях и тренировках. Роман, спасибо, и вас с профессиональным праздником. Спасибо. Отличной вам работы, службы. Ну а у нас опять-таки сообщение сердечно нашу Екатерину Ивановну, учительницу, поздравляют, которая работает в Верхоянской средней общеобразовательной школе. Слепцову Екатерину Ивановну с профессиональным праздником. Желаем творческих успехов и талантливых школьников. С пожеланиями родителей 4 Б класса, город Верхоянск. А также дорогую сестру, тетю Константинову Марию Константиновну, проживающую в городе Вилюйске. Поздравляем с 80-летним юбилеем. Желаем всегда оставаться красивой, элегантной, обаятельной. Семья Мякишевых из Вилюйска и Якутска. Ну а далее у нас реклама. Уважаемые жители и гости столицы, агентство «Саха-Концерт» открывает свой 25-й концертный сезон и рад пригласить вас на юбилейные мероприятия. 11 октября в ЦСП «Триумф» концерт блистательного, непревзойденного солиста легендарной группы Modern Talking Томаса Андерса. 12 октября в Доме дружбы Кулаковского самый известный иллюзионист страны Александр Муратаев выступит со своим легендарным
легендарным шоу «Секрет». 12 октября в Государственном театре оперы и балета весь свет якутской эстрады на самом масштабном открытии юбилейного концертного сезона агентства «Саха-концерт». Агентство «Саха-концерт». 25 лет. Первый, лучший. 5 октября приглашаем наших дорогих учителей, жителей и гостей нашего города в «Зодиак» на большой праздничный вечер «Осенний звездопад». Вас ждут концерт, веселье и дискотека до утра. Элегантность, роскошь, изысканный стиль шикарных шуб. Торговый дом СРБК. Премиальные меха. Новая эксклюзивная коллекция шуб в меховых салонах «Торнадо». Скидки на новинки. «Торнадо» – все лучшее для вас. Добро пожаловать в новый день, 4 октября, пятница на календаре. Я продолжаю зачитывать ваши сообщения, сколько успею, зачитаю. Доброе утро, сердечно поздравляем учителей Усть-Татинской средней школы, Анну Егоровну. Поздравляем с Днем Учителя, крепкого здоровья. Мы вас очень любим, родители 2 класса Усть-Татинской средней школы. Поздравляем Шкулеву Прасковью Степановну, учительницу начальных классов школы номер 6 города Якутска. Плодотворной и успешной работы ваш 6-й В-класс. Также всех учителей Татинского лицея поздравляем с наступающим Днем Учителя. Учителя, родители поздравляют и Светлану Николаевну с Днем Учителя, с днем рождения поздравляем. Желаем крепкого здоровья, больших успехов в труде, благополучия. Целуем, родные. На этой прекрасной ноте я передаю слово своим коллегам из информационной службы, после чего у нас в студии ожидаются гости по теме «Уличный красава». Что это такое, узнаем после новостей. В эфире новости и самые заметные события к началу этого дня. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. Сбербанк официально подтвердил утечку данных по кредитным картам 200 россиян. Информацию о 60 миллионах банк назвал некорректной. Также по заявлению компании средства на кредитных картах всех клиентов, включая тех, чьи данные попали в сеть, находятся в безопасности. Так как учетные записи по кредитным картам не позволяют мошенникам что-либо украсть. Там нет трехзначных оборотных кодов, логинов и паролей от интернет-банка. Кроме того, системы антифрода предотвращают мошеннические операции в регулярном режиме. Основная версия утечки данных – это преступные действия одного из сотрудников компании. Поданы соответствующие заявления к правоохранителям и в Роскомнадзор, а также проинформирован Центральный банк России. В Жатае из-за образовавшейся коррозии грунтовые воды попали в газопровод низкого давления. Для устранения неисправности организовали срочные аварийно-восстановительные работы. В результате под ограничения попали 21 многоквартирный дом по улице Матросова, Дичкова, Комсомольская, Северная и Строда. А также 5 частных домов, 6 гаражных боксов и 1 газифицированный магазин. Перенесены сроки демонтажа наплывных мостов по трассе Вилюй. По обновленным данным дорожников, демонтаж наплавного моста через реку Тюкян на 702-м километре, это граница Верхневилюйского и Нюрбинского районов, продлен до 10 октября. Через реку Ачугуй-Батуобия в Мирнинском районе запланирован на 8 октября. В зависимости от погодно-климатических условий возможна корректировка сроков. Для нотаринцев свершилось долгожданное событие. В Ленск накануне доставили паром, который будет перевозить людей и автотранспорт в период навигации через Лену. Река является одним единственным способом связи с соседним поселком Нюя, через который можно добраться до райцентра. Вопрос о приобретении судна стоял уже много лет. Старый паром был самодельным, на базе трактора, эксплуатировался с 2006 года, давно пришел в негодность и не соответствовал никаким требованиям безопасности. Новый паром оборудован спасательными жилетами. Для пассажиров предусмотрен навес. Водное транспортное средство может одновременно перевозить 10 человек и 4 легковых автомобиля. Данный паром-баржа был закуплен за средства районного бюджета. Сумма контракта там, без малого 11 миллионов рублей. Сам паром был изготовлен в Омске на заводе.
значит, был доставлен в полуразобранном состоянии по железной дороге до Усть-Кута. И вот с Усть-Кута уже своим ходом его был доставлен до Ленска, где мы вот уже должны, согласно контракта, принять его у поставщика. Радостное событие для нас всех, односельчан, для натуринцев. Это праздник. Это паром, дорога жизни для нас, который связывает, да, с районом. Гастроли Сахатеатра сегодня впервые стартуют в Алдане. По заявлению местного управления культуры, алданский зритель с воодушевлением воспринял эту новость. Коллектив Алданского театра юного зрителя принимает самое активное участие в организации этих гастролей. Принимает коллектив Алданского театра. Занимаются распространением рекламы, продажей билетов. Сахатеатр сыграет 2 спектакля: «Ревизор» и «Желанный берег мой». Зал рассчитан на 250 мест, ожидается аншлаг. После выступления в Алдане театр продолжит гастроли в Нерюнгри. Юные тэквондисты начали подготовку в новом зале в Якутске. На открытии состоялась совместная тренировка воспитанников училища Олимпийского резерва, Дю США номер 4 и учащихся столицы, а также Покровска. На тренировке собрались десятки детей. На протяжении всего года якутские тэквондисты участвовали в региональных, всероссийских и международных соревнованиях. 3 ребят выполнили нормативы на кандидатов в мастера спорта. Часть из них войдет в сборную Якутии, окончательный отбор в которую пройдет в начале следующего года. Делиться опытом, с ними разговаривать. Не только там мышцы, там сила, там еще что-то. Надо еще разговаривать с детьми. Когда больше разговариваете, им больше интересно. Может, кто-то что-то для себя познает, там, может, кто-то для себя что-то берет новое. И кто-то загорается, а до кого-то долго доходит. Разные дети бывают. Кого-то надо наругать, кого-то поддержать, кого-то... Ну, каждый, наоборот, кто-то злится, там, кто-то добрый ходит. Там. Ну, у каждого свой... индивидуальный подход получается. И тренировки тоже индивидуальные. На этом у нас пока вся информация. Спасибо за внимание и хорошего вам дня. Спасибо, коллегам. Мы продолжаем наш эфир. 5 и 6 октября в Якутске пройдет 2-я всероссийская акция по дворовому футболу «Уличный красава-2019». Помимо этого, участники соревнований первыми сыграют на новом покрытии футбольного поля спортивного комплекса «Дахсун». И сегодня в нашей студии координатор молодежки Общероссийского народного фронта Дмитрий Паньков и капитан команды победительницы прошлого года Вячеслав Алексеев. Доброе утро, уважаемые гости. Доброе утро. Дмитрий, ну первый вопрос к вам. Сколько команд соберется на поле спорткомплекса «Дахсун» уже завтра, да? Ага. Да, завтра. Участники? Завтра мы начинаем нашу акцию «Уличный красава-2019». У нас примут участие 9 команд. Участники, к счастью, у нас появились с уголков республики. Так у нас представлены 2 команды поселка Иенгра Нерюнгринского района. И также ребята приехали с Усть-Алдана в поселок Арылах. Представляют они специальную коррекционную школу. Вот. Всего примут участие 63 подростка. Это все, соответственно, юноши, так как у нас по регламенту участвуют только парни. Будем играть в Дахсуне. Стартуем в 11 часов завтра, 5 числа. Самое удивительное то, что нашими играми мы откроем новое покрытие стадиона Дахсун по линии федеральной программы «Спорт. Норма жизни». Там выстелен новый корт. И, к счастью, наши ребята первые его обкатают. Угу. Действительно, очень хорошая новость. Да. Ага. Ну, вы сказали, подростки, да, принимают участие. От скольки до скольки лет? Это у нас 2 возрастных группы. Это 14-15 лет и 16-17 лет. 2 возрастные? 2 возрастные группы. Но известно, что «Уличный красава», да, соревнования, это всероссийская акция, она проходит в несколько этапов. Сколько это этапов, какие? Акция действительно всероссийская. 4 этапа существует у нас. Это муниципальный, региональный, межрегиональный и финальный этап. Это когда уже все округа съезжаются в город Сочи. Олимпийский стадион Фишт. Именно Фишт принимает ребят с «Уличного красавы». В прошлом году у нас приняло 35 тысяч ребят участие в акции, более 2500 команд. Ребята были просто... Ну, там звезды такие были, что сами мы были в шоке, когда это все проводилось. Ну и, естественно, сам финал
Это было что-то невообразимое, красочное. Это действительно олимпийский стадион. Он как будто дышит вот этими олимпийскими звездами футбола, которые там играли. Ну, ребята были в восторге, конечно. Вот. Вячеслав Алексеев у нас с команды победителя. Они также принимали участие в нашем финале. Ну, я думаю, он подробнее об эмоциях расскажет. Ну вот, в принципе, по прошлому году вот прошло вот так. В этом году ожидаем еще больше ребят. Молодежка Общероссийского народного фронта всегда старается свой результат превзойти в 2 раза. И надеемся, что у нас это получится. Пока еще подведения итогов, конечно, не было. Региональные этапы проводятся. Ну вот и наш завтра, к счастью, будет проводиться. Будем надеяться, что придет много зрителей, потому что вход свободный. Вячеслав, ну, конечно же, поделись с нами своими впечатлениями. Ты капитан команды победителя прошлого года. Это Якутск, да? Да. Это не сборные, это все ребята, да? Ага. Сколько у вас человек было, и в дальнейшем вы отправились, вот мы видим кубок. Ага. Куда Ну, тут отправились? на региональном этапе нас было 6 человек, а на муниципальном мы уже улетали, нас было 5. Вот. На муниципальном нам было трудно играть, именно полуфинал и финал. Ну, с кем боролись, соревновались? С Хабаровском мы играли. С Хабаровском. Ага. Ага. Ну, мы видим, что ты стал Лучшим игроком. да? По каким критериям там отбирают, смотрят? Кто? Главное. Ну, там, не знаю, я вообще сам стою в воротах, я вратарь. И вот там всего было 2 номинации. Это лучший игрок, это наша группа старшая, и лучшие игроки, это младшая группа. И вот мне дали лучшего игрока старшей группы. Ну, а ты сам как познакомился с этим видом спорта? Ну, это по детству уже. В детстве. В детстве. Чем он тебя так завлек, привлек? Ну, на поле просто пришел, все, начал мяч пинать. А от обычного футбола Чем отличается? Да, играешь ли ты в обычный футбол? Да, я играю, но они отличаются тем, ну, правила там отличаются. Очень много правил отличается. Потом. Здоровый и интересный, да? Да. Дмитрий, какие требования к участникам, помимо вот возраста определенного? Ну, конечно, состояние здоровья. Мы ребят проверяем на их состояние здоровья, чтобы получили они допуск у врача. Мы не допускаем профессиональных футболистов. Те ребята, которые состоят у нас в Российском футбольном союзе, к сожалению, они не могут пройти модерацию при регистрации на нашем сайте уличныйкрасава.рф. Ну, такое было принято решение именно для того, чтобы поддержать именно юных игроков, которые, ну, реально не профессионалы. Так, например, в прошлом году выиграла команда из очень там такого горного села Кабардино-Балкарской республики. Ребята выиграли футбольное поле, вот, и мы его построили, слава богу. Здорово, здорово, отличные новости. Дмитрий, Вячеслав, огромное вам спасибо за участие в нашей программе. Дальнейших успехов, побед, отличного проведения Вам спасибо, что соревнований. Ждем всех завтра в спорткомплекс Дахсун. Дахсун обязательно. Сегодня в городе Якутске, напомню, ожидается 0+2, а также ожидается небольшой мокрый снег. Отличных вам выходных. До встречи в понедельник.